День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Режим повышенной готовности в республике продлен по 30 августа. Поставлены задачи по массовой иммунизации населения. Вакцинация остается главной задачей сегодня по преодолению подъема новой коронавирусной инфекции. Вы видите сегодня, что творится у нас на территории всей Российской Федерации. Как развивать северные территории, изучать особенности строительства и биологической жизни в условиях вечной мерзлоты, будет новый образовательный центр «Север». Якутия – это, в общем, один, если говорить о Арктике и субарктической зоне, то на востоке Арктики это самый динамично развивающийся регион. Взять ипотеку и остаться без квартиры и с долгом. Как решается проблема с обманутыми дольщиками в регионе. По данному объекту у нас 199 пострадавших дольщиков. На сегодняшний день, значит, формируется реестр участников строительства. Начнем с ситуации о пожарах. Неблагоприятная пожароопасная обстановка сохраняется в Горном, Сунтарском, Мирнинском и Хангаласском районах. Борьбу с огнем ведут более 2000 человек и 250 технических средств, а также 12 воздушных судов. Общая площадь возгораний 1,5 миллиона гектаров. Отмечается, что прямой угрозы населенным пунктам нет, однако главам районов поручено активнее подключать к тушению добровольцев из местного населения, координировать их действия по выявлению и локализации очагов. В зону задымления попадают 26 населенных пунктов. На особом контроле находятся лесные пожары на территории 5 населенных пунктов: в селе Сюльдюкяр Мирнинского района, в селе Кимпиндяй Сунтарского улуса и в 3 наслегах Горного улуса. Что касается ситуации именно в Горном районе, то на этой неделе глава Якутии Айсен Николаев совершил рабочую поездку в село Магарас Горного улуса, где из-за ветреной погоды лесопожарная обстановка ухудшилась. По данным регионального оперштаба, по пожарам сложная ситуация сложилась еще около нескольких населенных пунктов. Они находятся в зоне особого внимания Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава республики лично ознакомился, как идет борьба с огнем и какие условия созданы для народных дружин и для добровольцев. Кстати говоря, в настоящий момент идет активная мобилизация добровольцев, желающих помочь в тушении пожаров на территории Горного района. Значит, работа продолжается, все организовано. На данный момент угроз населенных пунктов нет. Надеюсь, что в ближайшее время совместными усилиями мы достигнем положительных результатов. Вместе с тем, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться и к жителям Саха-Якутии, и к гостям. Уважаемые товарищи, пожалуйста, при нахождении на природе соблюдайте требования пожарной безопасности. Сложной остается и эпидемиологическая ситуация. После 2 месяцев, когда за сутки выявлялось менее 100 новых случаев COVID-19, за последние дни количество выявляемых случаев начал превышать этот показатель. Коэффициент распространения заболеваемости в регионе стал выше единицы. Об этом сообщил руководитель республики Айсен Николаев. По данным регионального министерства здравоохранения, увеличивается и количество госпитализаций больных из районов республики в больницы города Якутска. При этом пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время в реанимационных отделениях находится более 70 человек, из них 20 человек в крайне тяжелом состоянии. Подписан указ о продлении режима повышенной готовности в республике по 30 августа 2021 года. В указе предусмотрены новые правила обслуживания посетителей в ковид-фри зонах, а также допуска сотрудников в предприятиях и организациях после отпусков. Ну а что касается вакцинации, то по республике план установлен в пределах 60% от общего количества взрослого населения. На сегодняшний день этот план выполнен на 60 с небольшим процентов. Ситуация по вакцинации в районах республики абсолютно разная. Есть районы, в которых план уже перевыполнен и близок к 100%. Это Алайховский, Момский и Вено-Бутантайский районы. Но имеются и те районы, в которых план по вакцинации не доведен и до 50%. Это Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Татинский, Чурапчинский улусы. Есть ряд районов, где достаточно большой
большое количество доз вакцин, но их использование остается крайне низким. Это, например, Алданский и Ленский районы. Управлением Роспотребнадзора по Якутии издано постановление, где четко прописаны категории граждан, которые должны пройти обязательную иммунизацию до 15 августа. Это работники образования, здравоохранения, торговли, сферы предоставления социальных и бытовых услуг и некоторые другие. Работодатели и индивидуальные предприниматели должны обеспечить вакцинацию 70% работников, относящихся к данным категориям. Вакцинация остается главной задачей сегодня по преодолению подъема новой коронавирусной инфекции. Вы видите сегодня, что творится у нас на территории всей Российской Федерации. Якутия в этом отношении выглядит в более благоприятных событиях, но это как раз благодаря тому, что мы ранее всех начали массовую вакцинацию. Вы помните, было постановление 19 мая нашего главного санитарного врача. Буквально вчера вышло санитарное постановление номер 4, где уже четко указаны категории лиц, которые обязаны быть вакцинированы. В этой части это в основном работники образования, медицины, социальных служб, транспортной системы, общепита и так далее. Я прошу всех ознакомиться с этим документом, так как его реализация до 16 августа, в дальнейшем будут приниматься административные меры. Ну и к другим темам. Изучение развития северных территорий, особенностей строительства, биологической жизни, а также экологического состояния невозможно без изучения изменений криолитозоны. Именно этим занимается кластер рационального природопользования в криолитозоне научно-образовательного центра «Север». Подробнее о целях, задачах и направлениях работы нового центра в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. По словам ученых, за последние 50 лет произошли климатические изменения, которые связывают с вечной мерзлотой. Это влечет за собой необходимость изучения современного состояния и эволюции вечной мерзлоты для возможности прогнозирования дальнейших изменений. Это одно из направлений исследований кластера рационального природопользования в криолитозоне научно-образовательного центра «Север». Как себя ведет природная среда, в том числе криолитозона, вот в связи с изменением климата и, конечно же, техногенными воздействиями. Другая сильная проблема – это, конечно же, геологические ресурсы, как их извлекать, как их разрабатывать. И это тоже очень мощный кластер, который должен быть разработан, и чтобы мы с вами нашли нормальные решения для того, чтобы правильно жить, строить. И в этом же кластере есть серия проектов, которая направлена на экологическое состояние территории. Центр объединил в себе 21 научную школу, 5 государственных высших учебных заведений, а также 11 научных институтов. Один из них – Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова. В этом институте хранится более 320 тысяч образцов различных семян. Он входит в число 4 крупнейших генетических банков в мире. Мы делаем акцент на работу, разворачивание широкой работы с Якутией по адаптированию или апробации новых сельскохозяйственных культур для территории республики, по поиску и инвентаризации диких родичей и культурных растений, которые уже произрастают в республике, для дальнейших генетических исследований. И, конечно же, это вопрос работы по просвещению и подготовке кадров. Научно-образовательный центр «Север» имеет несколько направлений работы. Рациональное природопользование в криолитозоне, технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новых материалов, комплексное энергообеспечение и новые энергоносители, биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике, а также технологии обеспечения социальной стабильности на северо-востоке России. Центр отвечает за решение множества актуальных проблем современности, в их числе демографические проблемы в Арктике и субарктике, устойчивость легко ранимых северных экосистем, изменение климата, деградация вечной мерзлоты, замедление темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы, социально-экономические, а также инфраструктурные проблемы. Центр, конечно, безусловно, такой важен. Тем более Якутия – это, в общем, один, если говорить о Арктике и субарктической зоне, то на востоке Арктики это самый динамично развивающийся регион. Он может быть такой своеобразным хабом новых технологий для освоения Арктики. Да? Поэтому наука, образование, производство, бизнес в Якутии чрезвычайно важны. Все это стало возможным благодаря тому, что Центр «Север. Территория устойчивого развития» стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. Напомним, что это совместный проект 5 регионов. Помимо Якутии в нем принимают участие Камчатка, Сахалин, Магадан и Чукотка.
Вот наш проект был очень высоко оценен, и единогласно члены экспертного совета одобрили включение научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития в число тех центров, которые будут поддержаны федеральным правительством. И в дальнейшем как раз нашей работой мы все должны доказать, что вот те планы, которые были нашими учеными, предприятиями, министерствами заложены в основу этого плана, так, по развитию Севера, они реальны. И уверен, что все у нас получится вместе с другими субъектами Российской Федерации. Основная цель центра – объединение науки, образования и производства в один комплекс. Его успешная работа сможет обеспечить ускорение внедрения технологий, знаний и, что не менее важно, новых высококлассных кадров в различные отрасли экономики северных регионов страны. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Джулустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Ну и продолжая тему развития северных территорий, арктические экологические экспедиции готовятся в России. Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов стал автором идеи большого проекта «Чистая Арктика». В рамках нее волонтеры, ученые, представители власти и бизнеса займутся разработкой, а затем и реализацией комплексной программы ликвидации накопленного вреда. Программу по генеральной уборке Белого края уже анонсировали в Общественной палате России. В «Чистой Арктике» участвуют 7 регионов, Якутия в их числе. Более детально о проекте в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Надеюсь, общим усилием мы сможем Арктику облагородить, очистить от тех залежей металла. Очистка арктических рубежей стартует в нашей стране. Капитан Дмитрий Лобусов уверяет, загрязнение в Арктике многокомпонентное, видел своими глазами. Это и заброшенные объекты нефти и газоразведки, и тяжелые металлы, и даже элементарные металлические бочки. Такой ассортимент уже говорит, генеральная уборка будет поэтапной. Провести в каждом регионе анализ объектов, определить приоритетность и подготовить собственный реестр загрязнителей. Вот список первых действий по ликвидации мусора в Арктике. С точки зрения выбора территории для проведения работ по очистке на первом этапе предлагается рассмотреть территории Северного полярного круга в районах, прилегающих к прохождению Северного морского пути. В арктических районах Якутии около 5 миллионов тонн металлолома. В основном это объекты, оставшиеся еще со времен Советского Союза. Самые крупные – это хвостохранилище Депутатского и Батагайского ГОКов, объекты Куларской золотоизвлекательной фабрики. Всего же на территории арктической зоны Якутии 437 точек накопления черного и цветного металлов. При этом ликвидация мусора уже началась. В течение грядущей пятилетки власти республики планируют очистить 5 прибрежных арктических районов от 100 тысяч тонн металлолома. У нас есть уже свой проект по очистке прибрежной части арктической зоны Якутии от накопленного металлолома. Ее особенность в реализации на принципах государственно-частного партнерства. 25 июня мы утвердили паспорт проекта. Сформирована проектная команда, в которую вошли представители Минобороны, Русского географического общества, Министерства ведомств республики. Конкретно в этом году работу практическую начала компания «Ресурс» на реке Яна в Устьянском районе. Первые 2-3 тысячи тонн, наверное, будут утилизированы и вывезены. Подготовительный этап работы начала компания «Магма» на территории Булунского района. Этот опыт очень интересен здесь на федеральном уровне. Продвижение к устойчивому развитию Арктики, защита ее уникальной природы и повышение качества жизни на севере лежат в основе генеральной уборки. Собранный мусор утилизируют и переработают. Эксперты-экологи уже отмечают положительные стороны. Это хорошо. Уборка, безусловно, необходима. Сам по себе подход с уборкой, он очень хороший. Но первый раз попытку убрать вот те самые бочки, металлические остатки в Арктике предпринимали еще в 80-е годы. Отправка там сотни, 2 сотен добровольцев – это хорошая вещь, и, безусловно, уборку такую надо делать. Волонтеров, конечно же, будет куда больше. Чистая Арктика – это долгосрочная гражданская и общественная инициатива. При этом стать участником проекта может любой желающий. Отбор волонтеров стартует уже в этом месяце. Известно, что на каждую локацию отправятся от 30 до 90 человек. Волонтеры пробудут в Арктике 2 недели. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Ну а сейчас небольшая пауза. В продолжении программы расскажем, как не стать обманутым дольщиком и почему местные фрукты и овощи вкуснее привозных.
Ну а мы продолжаем программу. Медицина остается проблемной сферой, вызывающей недовольство многих жителей Нерюнгринского района. Население жалуется на нехватку специалистов и низкое качество оказания медпомощи. Сельским жителям зачастую приходится ездить в город, чтобы получить ту или иную медицинскую услугу. Есть ли сегодня пути решения данных проблем, разбирались наши коллеги из Нерюнгри. 2021 год в Якутии объявлен годом здоровья. Для Нерюнгринского района одна из важнейших задач – продолжение успешно начатой стратегии развития здравоохранения, которая утверждена поручением главы Якутии Айсена Николаева. Это большие и амбициозные задачи. Главной проблемой, стоящей на пути кардинальной реорганизации медицинских учреждений, остается кадровый вопрос – укомплектование поликлиник и стационаров специалистами, в том числе узкими. В самое ближайшее время готовится расширенное заседание Госсовета по рассмотрению вопроса здравоохранения. А здравоохранение для нас это такая ключевая тема, которая, собственно говоря, при встречах практически, вот что я встречаюсь с коллективами, либо просто прием граждан идет постоянно, встают вопросы по здравоохранению. С 2021 года район вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения для населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек. Все поселковые медицинские подразделения будут переоснащены медицинским оборудованием и также будут укреплены в плане материально-технической базы. В 2021 году начаты капитальные ремонты в поликлинике и стационаре поселка Чульман. Первый этап начнется в этом году. Поменяется вся система отопления, абсолютно вся. То есть все до единой трубы и все до единой батареи, которые тоже нам немного горя принесли по причине своей изношенности. Вот. И планируется косметический ремонт на первом этаже с заменой покрытия пола, с заменой дверей, с заменой сантехники, косметический ремонт кабинетов, в общем, все по первому разряду. Вот. На будущий год планируется ремонт второго этажа, а еще через год третьего этажа. В текущем году обещается восстановление рентгенологической службы в нашей поликлинике. То есть у нас снова будет флюорографический аппарат, что сильно облегчит жизнь нашему населению. Кроме того, нам к концу года обещают УЗИ-аппарат, и наше население опять-таки сможет получать на месте подобного рода услуги. В ближайшее время отметит долгожданное новоселье детская поликлиника поселка Чульман. Из старого, с трудом приспособленного для медицинских задач здания 1959 года постройки, поликлиника переедет в отремонтированные, обеспеченные необходимым оборудованием и современной медицинской мебелью помещения стационара Чульманской городской больницы общей площадью 570 квадратных метров. Давно по стране ремонтируются больницы, прям показывают по телевизору, аж дух захватывает, насколько все красиво. И вот при посещении подобного рода заведений лично тоже как бы радуешься за здравоохранение, что где-то идут подвижки в этом плане. Ну, очередь дошла и до нас. В поселке Серебряный Бор программа развития первичного звена здравоохранения расписана на 2 года. В 2021 году начат капитальный ремонт стационара. Идут работы по замене кровли, систем вентиляции, капитальный ремонт пищеблока. В следующем году начинается капитальный ремонт поликлиники в Серебряном Бору. Говоря о врачебной амбулатории в Хане, фельдшерском пункте в Золотинке, строящейся новой врачебной амбулатории в Иенгре, можно констатировать, что одним из главных достижений Нерюнгринского района в области здравоохранения последних лет стало сохранение и развитие первичного медицинского звена в поселках. Ни одного медицинского пункта в малых поселениях не было закрыто. Более того, они активно развиваются. Во всех структурных подразделениях имеется высокоскоростной интернет, и все врачи оснащены автоматизированными рабочими местами. Программа модернизации первичного звена здравоохранения проходит в рамках национального проекта здоровья, вступившего в силу в 2019 году. Благодаря этому в малых поселениях учреждения здравоохранения смогут выйти на новый уровень, обеспечивая качественное медицинское обслуживание жителей небольших поселков. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
4 миллиона за чужую квартиру. Житель города Мирный уже 6 лет выплачивает ипотеку за жилье, от прав на которое он отказался еще в период строительства дома. По словам мужчины, директор компании-застройщика, у которого приобреталась квартира, злостный мошенник, намеренно объявивший себя банкротом. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. 6 лет назад Сергей Черкашин и его семья вступили в долевое участие в строительстве дома. Квартиру ждали с нетерпением, однако счастье, как говорится, длилось недолго. Сроки сдачи объекта прилично отставали от заявленных, а вся эта история все больше вызывала сомнения. Поскольку строительство велось с отклонениями от стандартов и норм строительства, от стандартов и норм всех технических решений и документаций, и плюс к тому задержка по строительству составляла там проекта примерно около 3 лет, я вынужден был обратиться в суд, и суд постановил разорвать мой договор и вернуть строймонтажу 2002 деньги. Однако деньги мужчине никто не вернул до сих пор. И вот уже 6-й год Сергей вынужден выплачивать ипотеку. Более того, признать обманутым дольщиком мужчину нельзя. Как следствие, получить помощь от государства невозможно. Требования Сергея внесли в реестр кредиторов. По информации конкурсного управляющего, он включен в реестр по 5 исполнительным производствам. И поскольку у нас застройщик банкрот, открыто конкурсное производство, то требования кредиторов могут быть удовлетворены только после реализации конкурсной массы. По словам Сергея, во многом виновата служба судебных приставов. Пока бюрократические тяжбы тянули время, объект успели сдать, а строймонтаж 2002 признали банкротом. Все эти годы судебные приставы делали вид, что они проводят деятельность. На самом деле они позволили строймонтажу вывести все свои активы с фирмы «Строймонтаж 2002», перевести не только деньги, но и право собственности. На самом деле оказалось сейчас в ходе судебных разбирательств, что даже те квартиры, которые были под обременением у банка, эти квартиры были переданы третьим лицам, то есть явные факты мошенничества. А между тем директор компании «Строймонтаж 2002» Роман Приходько печально известен не только по Мирнинскому району. Здесь, в Якутске, тоже нашлись те, кто стал жертвой его махинаций. Дом по улице Кальвица должны были ввести еще летом 2018 года, но строительство затянулось. По данному объекту у нас 199 пострадавших дольщиков. На сегодняшний день, значит, формируется реестр участников строительства. По 14 квартирам дольщики еще не подали заявление в адрес конкурсного управляющего. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем гражданам, которые заключали договор долевого участия вот по этому объекту, обратиться обязательно в срочном порядке в республиканский фонд. Мы разъясним, куда и что, как обращаться. В целом, однако, ситуация с недобросовестными застройщиками в Якутии значительно улучшилась. В 2019 году был разработан новый механизм по отстаиванию прав обманутых дольщиков. Но случай с Сергеем показывает, что, несмотря на разработанную систему, в ней все еще есть недостатки. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Семен Семенов, Мирный, Якутск. Тем временем отличная новость для фермеров и владельцев приусадебных хозяйств. Им могут разрешить продавать продукты на своих участках. Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках, ярмарках и в магазинах, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект. Такими объектами могут быть пристройки к дому, киоски, либо столы с навесами. Отметим, что сейчас фермеры и сельхозкооперативы не имеют права продавать свою продукцию непосредственно на участках, так как это земли сельскохозяйственного назначения. А вот у героев нашего следующего сюжета работа на полях в самом разгаре. О том, как идет ход аграрных работ в местном овощном хозяйстве, узнавала наш корреспондент Надежда Саханская. В суровых климатических условиях и малого количества солнечного света потребление свежих овощей и фруктов становится чуть ли не единственным источником полезных веществ и витаминов. Опытный овощевод Алексей Ний занимается аграрной культурой уже 5-й год. В его хозяйстве на открытом грунте площадью в 30 гектаров выращиваются овощи и ягоды. Для хорошего урожая используются различные технологии и агрономические приемы. Например, инновационная система капельного полива, которая увеличила урожайность земли на 30%.
Эффективность, то, что каждый корень поливается хорошо, не так, как в одном. Если мы раньше использовали, допустим, верхний полив, это вертушки там, тогда получается капельный, это каждый корень одинаково поливается. Удобрение везде одинаково получается, дает. В хозяйстве ухаживают за разными видами аграрных культур. Скоро работники хозяйства соберут урожай клубники, которая занимает 5 соток засаженной земли. В целом прогнозы на сбор в этом сезоне достаточно положительные. По валовому сбору нынче планируем по картофелю получить 11 148 тонн. По овощам открытого грунта планируем получить 5700 тонн, а по тепличным культурам более 3000 тонн. По вкусу огурцы, томаты и прочий овощной ассортимент, выращенный на местных полях, отличается от привозного. На это влияет несколько факторов, например, особенности сорта и способ выращивания. Ну, то, что здесь получается, да, арбуз, допустим, морковка здесь хорошо получается, очень. Она очень сладкая, сочная. Арбуз тоже здесь сладкий получается. Ну, здесь тоже все равно, здесь он прям на кусту всегда поспевает. Всегда прям с куста, как говорится, всегда вкуснее. Прямо с куста ежедневно с полей пригородного хозяйства собирают более тонны свежих овощей. Их реализуют на рынках города Якутск. Местные огурцы, помидоры и прочие овощи затем появляются здесь, на прилавках крестьянского рынка и по относительно невысокой цене. Индивидуальные предприниматели предпочитают работать с местной продукцией. Продавцы заверяют, что якутские овощи выращены без химикатов и на уровень выше по вкусовым качествам. Здешняя продукция качественная, потому что она свежая. Допустим, огурцы утром сорвали и принесли, а привозная она едет недели 2. И плюс ее чем-то обрабатывают, чтобы она не портилась, потому что огурцы не могут 2 недели оставаться свежими, так же, как и помидоры. А про клубнику уже ничего и говорить. Я считаю, что вот местные ребята, кто выращивает, а также дачники, они не используют такое большое количество химии для выращивания овощей. И также для сохранения также не используют, будь то там селитра, всякие там азотные, калийные, вот эти все удобрения. Если даже используют, то по минимуму. А китайцы там понятно, что там прям мама не горюй. Еще 10 лет назад о свежих фруктах и овощах круглый год жители Якутска могли только мечтать. Однако теперь, несмотря на суровый климат, мечты становятся реальностью. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Жатай, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.